Инициативы партии КПРФ обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня наш гость, депутат Государственной Думы, коммунист Александр Ющенко. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. Давайте начнем с того, что для нового состава Госдумы уже осенняя сессия первая началась. Что находится в фокусе внимания, что главное у партии КПРФ? Ну, первое в фокусе внимания, вы знаете, что недавно проходило принятие бюджета. Это основной документ, который Государственная Дума обязана принять. И принятие бюджета, и вот это большинство, которое было сформировано путем на последних выборах, хотя, на наш взгляд, абсолютно не соответствующее, потому что в среднем даже показатели ВЦИОМа примерно показывают одни цифры, а сформированная Государственная Дума совершенно эти цифры не отождествляет. То есть по цифрам там примерно 25%, 30% партии власти, 25% КПРФ. Но сегодня в Государственной Думе большинство, с учетом одномандатных округов, представлено «Единой Россией», и это показало свой определенный результат. Безоговорочно был принят бюджет правительственного варианта. Абсолютно были отклонены все поправки, которые мы предлагали, а мы предлагали увеличить, соответственно, расходную часть на социальные гарантии, на социальные нужды, на медицинское обеспечение, и сформировать бюджет развития в размере 33 триллионов как бюджет развития. Сегодня в данном случае этот бюджет, который представлен правительством, и «Единая Россия» проголосовала за этот бюджет, точнее «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» проголосовали за этот бюджет, который не соответствует нынешним вызовам и не способен справиться с кризисами. Именно поэтому, еще раз говорю, это у нас в первую очередь поддержка села, поддержка социальных гарантий, поддержка определенных действий в отношении, в том числе, простого человека, который сегодня оказался в тяжелейших условиях, выплаты, повышение пенсий, повышение МРОТ и так далее. Этого ничего не было сделано. Поэтому первый такой проверочный шаг нынешней 8-й Государственной Думы оказался, мне кажется, провальным в отношении людей. Поэтому люди прекрасно это видят. И я думаю, что еще на себе это почувствуют. Исходя из этого, партия КПРФ какие планирует предпринимать действия? Ну, во-первых, мы не останавливаемся на этом. Мы представили на избирательной кампании свою программу. Точнее, мы ее представили еще на выборах президента, когда баллотировался Грудинин. Это 10 шагов достойной жизни, где было четко прописаны все инициативы КПРФ, которые мы планируем реализовывать. С точки зрения реализации уже мы внесли закон образования для всех. Мы внесли закон о прогрессивной шкале налогообложения. Мы считаем, что не должны платить одинаковые налоги абсолютно малоимущие и люди, которые получают баснословные прибыли с учетом кризиса. Поэтому мы внесли закон об отмене пенсионной реформы, потому что мы считаем, что вот эта нынешняя форма пенсионной реформы, она абсолютно бесчеловечна в отношении тех принципов, которые были заложены изначально в социальном государстве, которое является по Конституции России. Поэтому эти законы, которые мы внесли, ну, опять же таки, естественно, мы будем рассматривать в том числе и закон о медицинском обеспечении и так далее. Поэтому мы будем настаивать на своей программе и будем ее реализовывать через внесение законодательных инициатив в Государственную Думу. Еще один резонансный законопроект, который также требует дискуссии, это QR-коды. Какая позиция здесь у вас? Он не требует дискуссии, он требует, на мой взгляд, просто отмены рассмотрения в Государственной Думе, как в принципе в том форме, в которой он предложен. Он не предложен с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией, он предложен как форма внесения инструмента по контролю над гражданами. И неважно какой, сегодня это вакцинация, завтра это еще что-то и так далее. На наш взгляд, от того момента, когда госпожа Голикова внесла его в Государственную Думу, огромный шквал просьб, обращений в соцсетях, на улицах, везде каждый депутат на себя ощутил. Более того, это и ощутил и председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин, когда опубликовал свой пост в телеграм-канале что вы думаете о законе, который был внесен о QR-кодах. Он получил порядка 260 тысяч обращений. Это рекордное обращение с точки зрения комментариев под постом, поэтому я думаю,
думаю, что и у председателя Государственной Думы сформировалось мнение, что продавливание этого закона будет, на мой взгляд, взорвет ситуацию в обществе. Именно поэтому было определено, что он пойдет, этот закон, в обсуждение в регионы. Насколько я знаю, в Башкирии Курултай обсудил этот закон. Поддержали? По-моему, его поддержали, но мне кажется, его все-таки поддержали достаточно опрометчиво и не соизмеряя с настроением, которое существует. Как минимум необходимо было внести ряд определенных поправок, а не административно просто взять под козырек и принять его. Поправки должны быть, и я думаю, что мы рассчитываем на открытые парламентские слушания в начале декабря по этому законопроекту. Мы рассчитываем, что будет открытый диалог с противниками. Более того, я могу сказать, что даже этот закон, он внес раскол даже в сторонников властной партии, те, которые голосовали за «Единую Россию», и за президента в том числе. В этих общественных организациях идет жесточайший раскол по этому закону. Именно я могу привести пример и открытое обращение организации, религиозной организации 40-40, которые открыто написали обращение, что этот закон нельзя категорически принимать. Это мы в условиях кризиса, в условиях того, что нас всех обложили санкции, и в условиях того, что президент прямой обратился, то, что необходимо общество сплотить, то этот закон впрямую действует обратно. Поэтому, конечно, мы против. Давайте шире обсудим ситуацию в Башкортостане. Состоялась не так давно встреча депутатов Государственной Думы нового созыва с руководителем республики Радием Хабировым. Вы также там присутствовали. Как вы оцениваете вообще, когда проходят именно такие встречи? Ну, на мой взгляд, это важная встреча. Она была, в первую очередь, она дала импульс определенный депутатскому корпусу, который избран в Башкортостане. Он достаточно представительный. 14 человек представляют сегодня республику в Башкирии. И насколько, вы знаете, там один представитель, я представляю Компартию, есть представитель ЛДПР Иван Сухарев, есть представитель гражданской платформы, кстати, который вошел во фракцию ЛДПР. Я не знаю почему, но, собственно, так и есть. Ну и представители партии власти, которые в данном случае политические темы были, в принципе, не обсуждались, но было поставленные цели и задачи, на мой взгляд, это абсолютно правильно. Развитие региона в условиях нынешней ситуации, в условиях дефицита бюджета. Если мы об этом говорим совершенно открыто, то депутаты партии власти прекрасно об этом понимают, я уверен, но об этом открыто об этом они говорить не могут. Поэтому в условиях дефицита бюджета, в условиях определенных кризисных ситуаций, развития республики, а республика очень привлекательна, и каждый должен подключить свой потенциал. Все депутаты распределены по комитетам. И максимально включить свой потенциал, чтобы работа этого комитета была, в общем-то, нацелена в том числе и на развитие республики. В данном случае я являюсь первым заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. И в данном случае при распределении, скажем, направлений мне было поручено сконцентрироваться на национальном проекте «Цифровая экономика», информационная среда и развитие интернета и так далее. Но еще раз говорю, что я как в комитете представляю Компартию, и мы настаиваем на том, что все цифровые технологии помогали человеку преодолеть бюрократические процедуры, помогали человеку в определенных моментах, но ни в коем случае не заменяли и не осложняли его жизнь. Поэтому в данном случае поручение от главы республики сконцентрироваться на этом. Но в любом случае это не является рамками. Я, например, был недавно, буквально 2 дня назад, встречался с министром, у нас была встреча тет-а-тет с министром природных ресурсов, с Александром Александровичем Козловым. Мы обсудили в том числе проблемы республики. И Какие? Он абсолютно готов. Он просто предложил, я об этом буду говорить и
с Андреем Назаровым. Он предложил собрать все максимальные вопросы касательно природных ресурсов профиля министерства, собрать максимальный пакет вопросов. Он на них подготовится и обещал приехать по первой возможности даже до экологического форума. Я думаю, что это будет просто полезный визит. И в данном случае, если мы принесем какую-то определенную полезную лепту и вектор в республику, это будет хорошее и качественное. Я это к тому, что каждый депутат обязан включать в любой свой потенциал для развития республики. Эффектом встречи с министром природных ресурсов станет снятие каких-то напряженных моментов в республике. Мы сейчас соберем, сконцентрируем все вопросы касательно республики в экологическом направлении, касательно всех специалистов, которые я вот сейчас выйду с такой инициативой. Министерство федеральное в лице министра подготовит определенные решения. И я думаю, что он должен сюда приехать уже с какими-то определенными решениями и видением этих решений. Так просто спонтанно смысла нет приезжать. Александр, это повод для нашего нового интервью по итогам этой встречи. Спасибо вам большое. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Нашим гостем сегодня был депутат Государственной Думы нового созыва, представитель партии КПРФ Александр Ющенко. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.